Глава таджикской диаспоры Новосибирска обвиняет местного депутата в возбуждении национальной ненависти и вражды. Военнослужащие Таджикистана будут проходить учения в военных вузах Узбекистана. В Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели в коллекторе таджикского мигранта. Лидер узбекской диаспоры в Пермском крае призывает создать батальон для участия в войне с Украиной. Председатель общества таджиков Новосибирска обвиняет депутата городского совета этого города в возбуждении национальной ненависти и вражды. Минходжидин Каримов, глава местной национально-культурной автономии таджиков Новосибирска, считает, что провокация Ростислава Антонова необходимо пресекать. Спор главы таджикской диаспоры Каримова с депутатом горсовета начался с того, что Антонов раскритиковал его за якобы нейтральную позицию в деле об убийстве русской девушки гражданином Таджикистана. Депутат потребовал от местных властей не финансировать эту организацию, обвиняющую таджиков. Каримов же говорит, что никаких средств от российских властей диаспора не получала и лишь участвовала в реализации госпрограмм. Вся остальная деятельность диаспоры финансируется таджиками, проживающими и работающими в Новосибирске. В конце июля в Новосибирске молодой таджик нанес несколько ножевых ранений 17-летней бывшей возлюбленной, в результате чего она скончалась. Полиция задержала Хушнуда Хамроева, гражданина Таджикистана, и взяла его под стражу. Ростислав Антонов публично обратился к главе таджикской диаспоры Новосибирска Минходжидину Каримову, написав, что тот все эти дни усиленно делает вид, что эта история его не касается. Не хотите ли вы принести семье убитых хотя бы публичные извинения? Минходжидин Каримов осудил преступление, совершенное соотечественником, но сказал, что в их компетенцию не входит реагировать на это дело, следствие по которому до сих пор продолжается. В любом случае, заявил Каримов, он встретился с родными девушки и извинился перед матерью убитой. Делегация Министерства обороны Таджикистана прибыла в Ташкент с официальным визитом. Министр обороны Узбекистана Бахадыр Курбонов 9 августа принял военную делегацию, которую возглавляет министр обороны Таджикистана Ширали Мирзо. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана. На встрече министры отметили, что между двумя странами на беспрецедентный уровень поднялись вопросы сотрудничества не только в политической, экономической и культурно-гуманитарных сферах, но и в сфере обороны и безопасности. Бахадыр Курбанов выразил уверенность в том, что в будущем их масштабы будут еще больше расширяться. По итогам переговоров был подписан дополнительный контракт об организации обучения военнослужащих Таджикистана в военных вузах Узбекистана. После этого для таджикской делегации был организован ознакомительный визит в Национальный центр управления обороны Узбекистана. В Москве возбудили уголовное дело по факту гибели 3 рабочих в коллекторе на юге-востоке города. В результате трагедии погибли 2 граждан Кыргызстана и 1 гражданин Таджикистана. Имена погибших пока не сообщаются. Посольство Таджикистана в России выразило готовность оказать необходимую помощь родным погибшего. Трагедия произошла 7 августа во время проведения ремонтных работ водостока на юго-востоке Москвы. В результате несчастного случая 12 рабочих оказались заблокированными в коллекторе Мосводостока. 4 выбрались самостоятельно, 5 человек были спасены, 3 из них госпитализированы, 3 не смогли выбраться и погибли. Как отметили власти, причиной трагедии стали сверхинтенсивные осадки, из-за которых уровень воды в коллекторе резко поднялся. Посольство Таджикистана в России 8 августа на своей странице в Facebook сообщило, что они в курсе происшествия, в котором погиб 21-летний таджикистанец. Посольство Таджикистана в России выражает глубочайшее сочувствие родственникам погибшего. Дипмиссия выражает готовность оказать необходимую помощь родным и близким погибшего, говорится в сообщении посольства. Между тем, прокуратура Москвы проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности. Издание «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление Следственного комитета России сообщает, что глава подрядной организации задержан в рамках дела о гибели 3 рабочих в канализационном коллекторе. В настоящее время задержан генеральный директор частной организации 1984 года рождения. С ним проводится комплекс необходимых следственных действий, говорится в сообщении.
Лидер общества Центральной Азии узбеков Пермского края Джахангир Джалолов предложил создать батальон имени Тамерлана для участия в войне с Украиной. Видео с его выступлением опубликовала телеканал «Вета». Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Предлагаю сформировать добровольческий батальон и назвать его великим именем Амир Тимур, заявил Джалолов. Он призвал присутствующих поддержать его и присоединиться к батальону. «Коммерсант» ранее писал, что в российских регионах сформировали уже более 40 именных добровольческих подразделений для участия в войне в Украине. По данным издания, набор добровольцев для отправки на войну идет в регионах уже несколько месяцев. Вступают в отряды, призывают местные власти, ветеранские организации. Скрытая мобилизация в виде приглашения в так называемые добровольческие батальоны проходит в десятки российских регионов. Объявления постят в соцсетях, расклеивают в автобусах. Сюжеты об отважных добровольцах показывают на местном телевидении. Телефонная горячая линия по набору добровольцев теперь показывают и в воскресном прайм-тайм на шоу Дмитрия Киселева.